Продолжаем освещать значимые события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. Владимир Путин поручил тиражировать в стране опыт Якутии по организации мер поддержки семей участников СВО. Командир добровольческого отряда «Ботур» навестил однополчан, которые проходят лечение в военных госпиталях. Созданы все условия для прохождения контрольных обследований. В Хандыке продолжает свою работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Владимир Путин поручил тиражировать в стране опыт Якутии по организации мер поддержки семей участников СВО. Такое предложение президент России озвучил 25 ноября во время встречи с матерями военнослужащих, участников специальной военной операции. Жительница Якутии Марина Бахилина, у которой 2 сына являются участниками СВО, рассказала о мерах поддержки не только военнослужащих, но и членов их семей, утвержденных указом главы Якутии Айсена Николаева. В ответ Владимир Путин поручил тиражировать такие положительные примеры региональной помощи военнослужащим и членам их семей в других субъектах Федерации. Огромный ваш вклад. Рядом с ними стоят. Не знаю, какой это труд. Что касается Айсена Сергеевича, то он опытный руководитель, очень чуткий человек, настойчивый, умеющий добиваться результата. Республика у вас шикарная. Она не только огромная по территории, она очень талантливым народом населена. Разные люди, разных национальностей. Народ очень певучий, интересный, красивый, богатая республика. Ну, я так понял, что в республике у вас налажено все, вопросов к местным и региональным властям нет. Да, вот насчет этого у нас очень хорошо наладили. Молодцы. Да. Юлия Александровна, вот имейте в виду, что есть хорошие примеры работы региональных властей. Владимир Владимирович, Владимирович, надо это тиражировать. И тиражировать надо, и будем, и показывать о том, потому что примеры действительно есть хорошие региональной работы и заботы о семьях. Почему хотим как раз-таки создать комитеты региональные на местах? Потому что часть вопросов, может быть, даже власти где-то нужно подсказать. Как это делается, как это реализовывается. Потому что все-таки здесь забота о семьях сегодня и помощь им в разных ситуациях, с которыми они сталкиваются. Именно так, где-то нужно и подсказать. Да? И положительные примеры, просто их нужно тиражировать. Президент сообщил, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей. И многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Он также подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку. На встрече с президентом присутствовали матери 17 российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье. У меня был только один единственный вопрос к Владимиру Владимировичу. Это о наших якутских солдат. Они, бедные, сейчас находятся на передовой и питаются сухим пайком. И вот я попросила Владимира Владимировича, чтобы он урегулировал этот вопрос по питанию. Вот после разговора он пообещал этот вопрос урегулировать. То, что вы сказали по поводу горячего питания среди на передовой, это казалось бы, что уже вопросы в основном решены. Здесь вот как раз говорили о том, что вроде бы, да, вы, по-моему, говорили, что все вроде с этим нормально, но тем не менее, значит, не все нормально. Посмотрим, что нужно и где нужно сделать что дополнительно. В военных госпиталях Петербурга и Ленинградской области проходят лечение бойцы из Якутии. Навестить боевых товарищей приехал Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Ботур». Как чувствуют себя раненые, каков их боевой дух? О встрече однополчан в материале Айсены Бурнашовой. Вот, братаны, они вместе в одном населенном пункте стояли, встретились с августа месяца. Их ранило с разницей пару дней.
Это первая встреча друзей спустя 3 месяца. После ранений их направили в разные госпитали. Одного в Ленинградскую область, второго в Петербург. Все это время ребята были на связи, но только сегодня смогли пожать друг другу руки. Малая родина, это есть малая родина. Почти ураган. Встречу боевых товарищей организовал их командир Александр Колесов. Для поднятия боевого духа он вручил ребятам флаги и военные шевроны отряда. Иккис барс шеврона, убиги боястағы бары достойно иккис отряд испегер пожизненно кейдігет. Вот. Награждение от барбыта, кетябитера, сонотан выздороветь и вернуться в строй. Вот так. Да. Я вот проснулся сегодня, такой радостный. Я сам даже не знаю, как будто мне сил набралось. И вот даже вот соседи говорят, ты откуда такой стал? Ну вот такое добро. Ну как сказать, я очень рад, я доволен. У Мичила осколочное ранение, позади реанимация и хирургические операции. Впереди путь к восстановлению. Его поддерживают сослуживцы и родные, навещают волонтеры и земляки. Настрой у якутянина боевой. Всем благодарю за помощь. Вся республика помогает нашим ребятам, кто раненый, кто там. Ну вот так, очень хорошо. Очень сплоченность наша республика. Врачи опытные, все на ноги станут. Футбол еще играть будем. Вот, да, будем. Ну все, Да. выздоравливай, карабкайся и ждем в строю. Всего в разных госпиталях Северо-Запада числятся 15 раненых из Якутии. 4 из них – добровольцы. Александр Колесов навестил каждого ботура. Боевой дух ребят очень высокий. Все быстрее хотят вернуться в строй. Вот они зачислены в наш список отряда навечно. То есть, ну просто эмоции переполняют. Их не видел, вот 3 месяца не видел. Вот некоторых, да, они ранены были. Радует. Этот день действительно очень такой волнительный. Вот, для меня особенно, так как я должен был это сделать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Перейдем к другим темам. Второй день федерального форума «Цифровой алмаз» открыл финальный этап дальневосточного зимнего марафона разработчиков Hack the Ice 4.0, который в этом году проходит в очно-заочном формате. Среди участников студенты и школьники в возрасте от 14 лет. В течение 4 дней команды разрабатывали новые проекты в области программного обеспечения информационных технологий по заданным кейсам от Сбербанка, детского издательства «Кэскилл» и «Моя профессия IT». По итогам будут определены победители в командных и индивидуальных номинациях: лучший менеджер, лучший дизайнер и лучший разработчик. Общий призовой фонд хакатона – 1 000 000 рублей. Как отмечают организаторы, в этом году хакатон в очередной раз установил рекорд как по количеству участников, так и по географии представленных команд. Для участия в хакатоне поступило 520 заявок со всей России, стран СНГ даже. Мы такого ажиотажа не ожидали. И такого наплыва заявок. То есть, получается, приступили к работе 484 участника, это 119 команд. Из истории хакатона сказать, что мы побили все немыслимые рекорды, это уже подтверждение этому, да. В Хандыге на базе Тампонской районной поликлиники с лета работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь созданы все условия для прохождения контрольных обследований, обследования при подозрении на опухолевые процессы, процедуры химиотерапии. Подробности далее в сюжете. В Хандыге в Центре онкологической помощи работают не только по активному выявлению злокачественных новообразований. Под наблюдением врача-онколога больные получают противоопухолевое лечение, курс химиотерапии на койках дневного стационара. Врач-онколог Джамал Малатов и медсестра Клавдия Санникова прошли стажировку на базе Республиканского онкологического диспансера. Сегодня они активно трудятся в новом центре.
Ну, у нас здесь, получается, сейчас можно сразу проводить, химиопрепараты назначают пациентам, да, онкологическим. Мы можем здесь сразу амбулаторно, получается, прокапывать пациентов. У нас есть процедурный кабинет, и мы сразу капельницы здесь, все сразу рядом, получается, удобно. И также, у нас открылся зеленый коридор, у нас КТ появился в этом году, и все анализы сразу, можно сдать быстро, в течение 3 дней. В Тампонском центре онкологической помощи на учете состоят 169 человек. В прошлом году было выявлено 30 новых больных, а в этом 24. Средний возраст от 40 лет и выше. Летальность за прошлый год составила 24 человека. Я очень рад, что в таком маленьком поселке, как Хандыга, появился онкологический центр, который могут спасти очень много людей. Потому что с этой проблемой я столкнулся чуть раньше. И спасибо врачам, которые спасли мою супругу. Центры амбулаторной онкологической помощи очень важны для отдаленных райцентров. Ведь с открытием таких центров в первую очередь повышается качество и доступность специализированной онкологической помощи. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Айхальские школьники научились пользоваться самоспасателем и противогазом. Центр доп. Образования «Надежда» посетили ученики с 8 по 11 класс. Со школьниками пообщался проходчик рудника Айхал Данияр Муканов. Он рассказал историю строительства рудника, а также о его размерах и глубине. Обсудили на встрече особенности и перспективы горной профессии. А после беседы школьники познакомились с атрибутами профессии шахтера. Мы уже спускаемся, нет такого, что там тренировки. У нас есть... Та работа необходима, мы планируем и дальше продолжать с представителями различных профессий горнодобывающей промышленности, организовывать встречи. И в завершение о погоде. Морозный туман опустится на Якутию в эти выходные. В эти дни в ряде районов республики ожидается небольшой снег, местами морозные туманы. На севере Якутии синоптики прогнозируют сильный ветер, на северо-востоке похолодание. Сегодня, 26 ноября, на севере и юго-западе республики прогнозируют небольшой снег. На остальной территории региона без существенных осадков, местами морозные туманы. На арктическом побережье ожидается порывистый низовой ветер до 15-17 метров в секунду. Ну а в Якутии преимущественно без осадков, местами туман и ожидается слабый ветер. Температура воздуха днем опустится до минус 37-39 градусов. К этому часу у нас вся информация. Оставайтесь с нами.